Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Возле здания правительства сегодня вновь собрались недовольные вкладчики Дигбанка. Их возмутила статья «Коммерсанта», которая вышла накануне. В ней людей обвинили в мошенничестве. Североостинские военнослужащие теперь обеспечены жильем на 100%. Сегодня 900 семей получили новые служебные квартиры. Ключи им вручил заместитель председателя правительства республики Виталий Зангионов. Женская борьба в Северной Осетии активно развивается. На открытом первенстве Южного федерального округа республиканская сборная завоевала 1 серебряную, 6 бронзовых медалей. Эти и другие темы далее подробно. На площади возле здания правительства с утра собираются люди. Это вкладчики обанкротившегося Дигбанка. Поводом для очередного несанкционированного пикета стала публикация в газете «Коммерсант». Московское издание обвиняет людей в мошенничестве. Их вклады якобы недействительны и никогда не были зарегистрированы. С Москвы пришел отказ с АСВ, агентства страхования вкладов. Пришел отказ полный, что вы не получите. То есть мы все мошенники, получается, что у нас поддельные документы. 1700 человек. Это неслыханный случай. Все документы на руках, все. И нас объявляют мошенниками. Ограбили, просто вот подошли и раздели. После того, как у Дигбанка отозвали лицензию, АСВ приступила к выплате денег. Правда, в реестре оказались не все. Около 1800 человек свои вклады получить до сих пор не могут. Агентство по страхованию вкладов сочли документы этих клиентов сомнительными и выплачивать страховку не намерены. У меня даже, честное слово, слов нет. Это вообще беспредел, полнейший беспредел. Да, я пенсионерка, я их копила, по копейке собирала. Такая новость привела людей в отчаяние. Среди вкладчиков подавляющее большинство пенсионеры, которые держали в Дигбанке свои небольшие сбережения. Люди просят помощи у правительства Северной Осетии. К митингующим вышел вице-премьер Рустем Келихсаев. Он пообещал разобраться в ситуации. Республиканская власть предоставила юриста, который поможет людям составить исковое заявление в суд и будет сопровождать судебные дела вкладчиков. Давайте пока вашу проблему решить. Давайте, правда, порешаем. Давайте. Мы вам благодарны, что вы вышли и нас хотя бы выслушали. Глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров уже связался с генеральным директором АСВ Юрием Исаевым. В ходе телефонного разговора обсудили возможность совместных действий в интересах людей. Вкладчиков ждут судебные разбирательства, которые пройдут в республике. АСВ сможет внести договора в реестр только по решению суда. Елена Черенкова, Яна Гагиева, Лена Гаглоева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Бесланский центр гемодиализа готовится к открытию. Новое отделение уже совсем скоро примет первых пациентов. В основном это жители Правобережного района и Владикавказа. Современный центр позволит разгрузить от очередей республиканскую больницу. Местным жителям больше не нужно ездить в другие районы, чтобы получить качественную, своевременную и, что немаловажно, бесплатную помощь. Основная масса пациентов, они крутятся во Владикавказе в РКБ, там отделение гемодиализа в РКБ. И уже там мощности не хватало, уже людей много становится, аппаратов не хватает уже. Даже иногда делали 4-ю смену. Центр сегодня посетил Таймураз Мамсуров. В главе республики показали диализные залы и новое оборудование. Вся техника предоставлена немецкой фирмой Fresenius, мировым лидером в области оказания заместительной почечной терапии. Установлено 10 кресел, каждая стоимостью в 1,5 миллиона рублей. Строительство здания финансировали инвесторы из Беслана. В результате на создание отделения не потратили ни одного бюджетного рубля. Таймураз Мамсуров назвал этот проект одним из самых успешных в регионе. Сегодня мы уже несколько таких центров сделали. Как мне докладывает министр, если мы еще во Владикавказе где-то на полсотни таких кресел поставим, со всем, что необходимо для этого, то мы сделаем огромное дело и перед Богом, и перед людьми, и друг перед другом. Мы, как общество в Осетии, должны ценить каждого нашего жителя. В новом центре лечения можно будет пройти амбулаторно, а работу организуют по 3-сменному графику. Одно из главных преимуществ этого здания – его площадь. Здесь готово к работе сразу 3 диализных зала. 2 из них предназначены для чистых пациентов, 3-й для больных с гепатитом. Все сделано для того, чтобы они не смогли заразить других. В Северной Осетии на программном диализе находятся 246 больных. Их число постоянно растет. Кресла для гемодиализа есть в РКБ, а также в больницах Орды
Дона и Моздока. Работа по созданию подобных центров будет продолжена и в дальнейшем. По словам Теймураза Мамсурова, в ближайшие пару лет проблема может быть решена полностью. Яна Гагиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Командировки, вечные разъезды, чужие города. Жизнь военнослужащего часто оторвана от домашнего очага. Капитан Сергей Чергинец отдал военной службе 12 лет. Образование получил в Новочеркасском военном училище. Там же познакомился с будущей женой. 2 года назад семья с маленькой дочерью перебралась во Владикавказ. А сегодня, наконец, получила ключи от собственной квартиры. Поначалу эта новость показалась супругам Чергинец невероятной. Приехал домой и говорю, у меня есть 2 новости. Одна хорошая, одна плохая. Вот, одна хорошая, у нас будет жилье, а плохая новость то, что придется ей участвовать в официальной части, там, разговаривать, говорить речь. Она у меня человек скромный достаточно. Весна – это самый большой жилой комплекс для военных в Северной Осетии. 9 высотных зданий, 1 дом для тех офицеров, кто в республике остался жить навсегда. 835 квартир площадью от 40 до 100 квадратных метров с капитальным ремонтом. Новоселам нужно завести сюда только мебель. Мы очень рады, что у нас есть собственное жилье теперь. Теперь не надо будет скитаться по съемным квартирам, зависеть от каких-либо людей, вот постоянно немалые деньги отдавать за съем квартиры. Ну и как бы ощущение своего жилья, ну, конечно, всегда теперь будет присутствовать, потому что, да, когда, ну, я думаю, после работы сюда будешь приходить, уже оно твое, домашний свой уголок. У военного городка полностью автономное обслуживание, своя насосная станция, котельная и электроустановки. Сейчас заканчивается строительство детского сада. Здесь же появится школа и торговый центр. Этим городком мы закрываем служебное жилье 100% офицеров прапорщиков гарнизона. Если брать по округу, то 80% гарнизонов обеспечены полностью служебным жильем. За прошлый год и в этом году мы обеспечили жильем порядка 12 тысяч человек. Благодаря новому комплексу служебным жильем теперь обеспечены все военнослужащие Северной Осетии. Всего это около 900 семей. Тамила Хамицаева, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. Смотреть на мир широко открытыми глазами. Во Владикавказе проходит научно-практическая конференция офтальмологов Южного федерального округа. Сегодня североосетинские врачи в режиме онлайн наблюдали за операциями. По ту сторону экрана хирурги из Новороссийска, Астрахани, Самары, Казани и Екатеринбурга. В первый день семинара удалось провести сразу 5 сложных операций. За работой специалистов следит главный офтальмолог России Владимир Трубилин. В республике такие операции пока не проводились, но в ближайшее время осетинские офтальмологи намерены осваивать все на практике. Это возможно благодаря подобным конференциям. За последний месяц клиника глазных болезней Владикавказа уже 3-й раз следит за российскими хирургами и старается активно перенимать опыт. Вся клиника принимала активное участие, потому что живую хирургию не посмотреть. Сегодня будет еще 5 таких включений. Выходит с нами Казань, выходит Самара, Новороссийск, Москва. Модератор каждого блока узкоспецифичен, допустим, катарактальных хирургов, вы, как знаете, модератором выступал Владимир Николаевич Трубилин, ведущий катарактальный хирург страны. Рассматривается также консервативное лечение, и поэтому благодаря такому обмену опытом мы имеем возможность в клинике, то есть научная новизна у нас находит практическую значимость. В клинике мы эти все нововведения имеем возможность тут же применять для лечения как оперативного, так и консервативного. На одной сцене юные танцоры из Абхазии, Южной и Северной Осетии, Армении, Ирана. Такое вот этнокультурное многообразие. Во Владикавказе проходит одно из самых ярких культурных событий – фестиваль танца «Зори Алании». У истоков возникновения стоял заслуженный деятель искусств России, танцовщик и хореограф Хаджисмел Варзиев. Фестивалю 15 лет. У истоков фестиваля был выдающийся хореограф, балетмейстер Хаджисмел Варзиев. Его, к сожалению, уже нет. Он в другой жизни, и время от времени он проходил. Мне кажется, он должен быть ежегодным фестивалем, потому что традиции, танец, этнические слагаемые, это же все то, что мы знаем, можем, любим.
то почему нас узнают? Ученые утверждают, что дети, которые занимаются танцами, развиваются быстрее, чем их сверстники. И как не поверить в это, глядя на зажигательные танцы самых юных участников фестиваля? Ребята из Армении продемонстрировали свое мастерство в полной мере. Они исполнили не только армянские, но и осетинские танцы. Как вы думаете, для чего нужны такие конкурсы? Ну, чтобы дети развивались, увидели страны и танцевали очень хорошо. Порадовал искрометными номерами ансамбль из Абхазии, а коллектив «Владикавказские Аланы» поразил всех собравшихся не только исполнительским мастерством, но и красивыми костюмами. Разнообразие программе фестиваля придавали и вокальные номера группы «Браво» и ансамбля «Люба Казаки». Кульминацией праздника стал танец дружбы. Мы сегодня танцевали танец дружбы, в котором соединены разные танцы разных народов. Я танцевала танец кафа, кабардинский танец. Очень рады, что в этом фестивале мы принимаем участие. Приезжают другие гости из других республик. Мы знакомимся, узнаем культуру других народов. Участники фестиваля «Зори Алании» сегодня выступят в районах республики, а уже завтра примут участие в праздновании 155-летия Костахи Тагурова в селении Нар. Залина Губурова, Вадим Джиоев, Осетия ТВ. Трико вместо платья, борцовки вместо каблуков. 9 лет назад она выбрала для себя совсем не женский вид спорта – дзюдо, а пару лет назад увлеклась вольной борьбой. 16-летняя Гунда Гаглоева уже сегодня весьма перспективный спортсмен. Как признается девушка, этот вид спорта всегда нравился больше. Но женская борьба получила право на существование не так давно. Именно здесь, кардинально отличившись от сверстниц, спортсменка видит свое будущее. У меня тренировки каждый день бывают, один раз в день. Ну, если куда-то готовимся, то и с утра, и вечером бывает, когда как. Если куда не готовимся, то одна тренировка, ну и то ущербная, упорная тренировка. Если куда-то готовимся, то 2 раза в день можно с утра побегать, а вечером ковер. Женская борьба на Кавказе – сравнительно молодой вид спорта. В сборной нашей республики на сегодняшний день около 20 спортсменок. Тренируются они наравне с парнями и уже принимают участие в соревнованиях. В начале октября в Гулькевичах прошло открытое первенство Южного федерального округа по вольной борьбе. В нашей команде мы представляли 17 человек, поехало на этот раз, как никогда вообще. И в основном у нас девочки были этого же года, но и намного моложе у нас девчонки были, мы их взяли. Просто чтобы они проборолись. И, слава богу, они нас не подвели, тоже очень хорошо себе зарекомендовали. На соревнованиях вольницы столкнулись с серьезными, более опытными соперницами из разных уголков России. Но это не помешало им добавить в копилку сборной Северной Осетии 1 серебряную и 6 бронзовых медалей. Серебро завоевала Дана Калицева, уступив в финале Дарье Шелест из Краснодарского края. Тренеры уверяют, женская вольная борьба в Осетии – перспективный вид спорта и вскоре еще себя проявит. Сабина Алборова, Тимур Мазаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ.